Буррык. Эфирен «Вести кудым Карнима» информационная программа. Студия Людмила Дмитриева. Метод Стантьянес Йордесен каднан Олакоби Пермяцкой округ. Ведет оталом выпускын. Вещкатыще суфтатиса неправильный диагноз. Кычын трагедия ач этого етис. Талон куритымшень откажет чемлан лун. Коланы оборем кераны аспондачины скарищ том ез. Челять садын лептынысы тревога. Кычулалась пожарный зан велачем. Вещкатыщизан неся диагноз суфтатымшень кулыс учети кага. Мыля арк месячем трагедия барьищис Дмитрий Буланов. Екатерина Власова почти каждую неделю ходит на могилу дочери. В семье это долгожданный третий ребенок. До этого были мальчики. Родители очень хотели девочку. Все поминальные субботы ходила сюда. Как-то поправедаю легче становится. Умерла трехмесячная Лиза на реанимационном столе в Кудымкарской больнице. Мама вспоминает эту историю со слезами на глазах. Сначала ребенок поступил в Гаинское медицинское учреждение с обычным кашлем. Врачи выявили ОРВ. Ребенок находился в Гаинской больнице в течение 3 дней. Девочке становилось все хуже. После этого ее перевели в Кудымкарскую центральную районную больницу. Но это не помогло. Она скончалась в реанимации. В Кудымкаре также продолжили лечить ОРВ. Только вскрытие показало, что ребенок умер от пневмонии. В дело вмешались сотрудники Следственного комитета. Было возбуждено уголовное дело. Было установлено, что при оказании медицинской помощи ребенку были допущены дефекты. При этом дефекты оказания медицинской помощи не находятся в прямой причинно-следственной связи со смертью ребенка. В связи с этим 12 марта 2017 года уголовное дело было прекращено. Сейчас Екатерина обратилась в суд для возмещения морального вреда в 1 миллион рублей. Дефекты в лечении допустили обе больницы. Правда, по словам матери, представители медицинских учреждений это отрицают и говорят о том, что даже если бы лечили по уставу, все равно ребенок бы не выжил. На судья в вину свои не пристает. То, что экспертиза выявила дефекты, они эти дефекты опровергают. С журналистами в больнице не общаются, ссылаются на то, что главврача нет на месте. Я не смогу, Ирина Анатольевна будет завтра. Но она главный врач у нас, непосредственно, который вам уже может прояснить ситуацию. Судебное заседание состоится 17 ноября. Представитель больниц предлагает мировую и 150 тысяч рублей компенсации. Но Екатерина Власова с этим не согласна и собирается отстаивать свою позицию до конца. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Талон шалуну спасьем календарин кычкуитемшень откажет чемпонда лун. Пачкаджика это елыш мен ожланча сюжетын. Пробовал курить, точно не вспомню когда, но привычка была такая, зависимая, очень не понравилось. То речь мянкат студент Максим. Умаль привычка дора зонка аскаркавилатамаш йортес, а сейчас я пуктама уна вынсыпонда медбысье ордены асбердиш. Оми отсала этан йортезла. Если бы, да, влюбился бы я в курящую девушку, то, конечно бы, я любыми способами заставлял ее бросить. Потому что это такой вред. Тем более, будущий ребенок, все-таки семья, если бы. Максим, как согласный, у нас же кто ез. К курению я отношусь тоже очень отрицательно. Я думаю, что это очень вредит здоровью. Зачем укорачивать себе жизнь, когда мы можем это не делать? Кычуйся лесотехнической техникумищ велатища с проблема М. И сывылын татан уджаланы. Щиньяны медбы закурита велачан заведения лан территория вылын. Мы боремся с этой проблемой, проводим профилактические беседы, классные часы, преподаватели, классные руководители проводят. Также у нас есть конкурсы на оформление стеногазет против табакокурения, за здоровый образ жизни. Мы стараемся пресекать эту проблему и перенаправлять в спортивные секции, так как у нас техникум любит спорт, мы являемся чемпионами и городского, и краевого уровня. Спортивная секция сатануджаланы не еча. Вечерять куласищ мукад историечиса, мы джир спорта локтом быршень вежертиса, что куритный осков. Было такое, что пробовал курить, потом думал, что это очень вредно, и все, бросил. Я не курю, потому что это в наше время дорого, это уже не модно, и девушкам вообще нежелательно курить. Беря годы заумаль привычка к пещены и полиция, и прокуратура ищ ужалыщез. Емаш и законность, когда едамаш табак куритемкат. Конкретно статья 6.24 Кодекса предусматривает ответственность за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака
То есть за нарушение указанных запретов предусмотрена ответственность для физических лиц, предусмотрена возможность назначения наказания, значит, в виде штрафа от 500 до 1500 рублей. В случае, если, значит, такие ограничения допускаются на детских площадках, то в данном случае ответственность наступает по части 2 указанной нормы закона, и ответственность уже также на граждан от 1500 рублей до 3000 рублей. Эмашисечем отиркадна оныч озыве жырта кычем вред кераны аслын спонда, кыр куританы. Вержертам локта шорынжик, кыр аркманы быт котшагыттез. Табачный дым, о нем мы сегодня не будем говорить, но только одно предложение. Табачный дым – это вся таблица Менделеева. Человек дышит, поэтому именно вздыхая сегодня с воздухом и табачный дым, это страдает, во-первых, в первую очередь, конечно, легкие, головной мозг, сердце, желудочно-кишечный тракт. Ну, тоже можно перечислять и перечислять. Куритны или же ордены эта привычка са быдыз бырья ачис. Но кычуйса вешкатыщес бырд мортла кола думайтны не джир асилыш, но и азга гыр отир елыш. Людмила Дмитриева, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Ме питалым кариш улице звала, медбуюачны езлыш, мы не думайтаны куритым елыш. Отрицательно. Почему? Ну, это не здоровый образ жизни, мы за здоровый образ жизни. Ну, не нравится, мне даже запах не нравится. И вообще, зачем? У меня дети не курят, нас никто не курит. У меня папа не курил, у нас дедушки не курили, муж не курит, дети не курят. И вообще аллергия на запах курения. Это некрасиво, это не эстетично. Как вы относитесь к курению? Негативно. Почему? Не знаю, просто вот не люблю, сама не курю и не люблю людей, которые курят. Талым Кудымкарич, когда съезжим от номера челядь садын асов, пондочис эвакуация шань. Мы тождет из челядек казас, тады спинам коллега Ирина Батуева. Дежурный экипаж это тал нялуна уджалыш пожарное подразделение быдас составын мунис сочем кусотем вела. Карич колокольчик не мачелять садын шогмис пожар, тревогала велищетом, кыкат номера повышенный вызов и бур мы велисия условной. Этчем учебная тренировка это да Кудымкарич медик челять саддезен. Пожарная служба чулота от перич квартала. И с учета учения с Коста зев пачкат моггез. Задача у нас была какая? То есть проверить действия персонала объекта по эвакуации детей. То есть объект большой, детей много. Дальше действия наших подразделений. Знание тактических характеристик здания и так далее и тому подобное. Действия служб РСЧС, которые у нас в городе Кудымкар. То есть плановые эти учения проходят вот по этим причинам. Ну и показали, я так вижу, что администрация объекта сработала у нас на оценку удовлетворительно. Наши подразделения мы разберем отдельно, потом с ними всегда разбираем. Службы РСЧС прибыли вовремя, доложились. Зданием планировка сечем же кычимадик челять саддезен. Сиен сурашем из условной пожар кусотем поста. Пожарная из эскера. Огнеборец проверить событес группез. Медбычелять эс кольчо опасностен. Штабищ мортес переталышетиса доклад. И юортиса уджлан результат лишь МЧС-ла главное управление. Плановое пожарно-тактическое учение с Коста быдерны скужися сюжетны сухтетом задача. На сегодняшний день у нас 149 детей, они все эвакуированы, 36 взрослых, они все эвакуированы, 3 человека у нас оставались в зоне задымления. Их спасли пожарные. Спокойно все вышли, паники не было. 3 группы спускались по запасным пожарным лестницам, остальные вышли через свои входы. Пожарное учение – это совсем не страшно. Это люди учатся. Вы сегодня справились? Да, справились. Быдас эвакуационное мероприятие с помалым быршань, пожарные сжимлялись снаряжение и экипировка. А чира чуеша шиньеса вына дорище щерн. Гордо чувствован, что учение счулались началять садын. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Год помаща, и кать вежалунне зыныч эше нематын, эмаш отиркадна лащечанани ны кеже. Латикетшем морд кат пандашлис имен съемочная группа. Этот пёшик-то 51-й. Торет чемян кат кариш олыш Рима Калинина. Сиа нищан не лащечу локтан праздники скеже.
Новый год уже не за горами, а на этом интернете свидетельствует сочелядис баба того Новый год собаки. Это желтой. Вот, все, имя кучбы придерживаешь к этому. А это все из головы берешь керну, абушек, то какого ниточка есть. Ну, да, всякой бутылочкой обвязываю, а конец окончательный. Вот это чем петаны мультяшка понопка. Уная каткова, чтобы керна этик понас. Это пон вас 1,5 часа уходит. Быдлун кужичке за мортлан петане чемпонне стокуима то вита. И это медвела чачаяс озавачкища. Поннес будоннес разные, каждый у нас вас характер. Кинка бокон, видите, что потому что это на щенок что тоже разные. Кинка кучбы этого, кодя видите, щеннес, если вы вдорокерыш сыштан. Планны сенгерджины не этик сотня. Это луня лунвала инка кожнала сниматич отирла куимдас мымдаурсан. Быд мортла аскезан керам этшем кожинес лощеломби. Моему год петуха вове, год петуха. Вот это нам Петенька согорджи 99 штук. Полностью буду раздали. Амед бы быдлунша удж эз логаштаман инка кучичис виль тор резберда. Ся радейте шеротна картина эз уджес уна. Локтан годлан символ емуфтиш петис медоджаиш. На это ушло 25 дней. 25 дней, а и опять вчера дешено, что, видите, как будто вроде воздуха висит. Так вот он специально боштима эта ниточка эта, ну что, немножко кое-что зелень кернута турнок. Рима Федоровна Сотта, мой быт чача ся коля аслас кезли шонытса, когда сыджа кочнала этлан. Северита мы этшем символес ваетаса отирла шуд. Мне понос уже 12 лет, конечно, в этом, ну, не 2 раза вердан, больше не Москва. Вот ты что, опять голос подает. И мне кажется, вот это год собаки, хоть и это керана, а куч народе шона, собака друг человека. Мне кажется, бурва с году, аж бурва. Людмила Дмитриева, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Локтан Вильготке Жакоми Пермяцкой драматической театр лечета аслас вичетище спонда Вилькожин да конкурс. Участвует на годан вермас быть желающей. Вильготча чудо шок маскерны ытлан. Компермяцкой драматической театр стартует из конкурс «Кат саймэтны фантазия» и пондетны творческой удж. В преддверии Нового года сейчас мы объявили конкурс на изготовление новогодней игрушки «Восточный башмачок». Мы помним, какие зрители наши активные могут быть, поэтому хотелось, чтобы фойе наши украсили волшебные башмачки. Притом есть особые условия, это должна быть не пара, а 1 башмачок. Обязательно башмачок должен быть размером до 30 сантиметров, чтобы это не был вот такой башмак, который мы не сможем найти место для него. И хотелось, чтобы был сохранен восточный колорит. Обязательно украшения тесьмой, кружевами, стразами, камешками, бисером, всем чем угодно. Но самое главное, чтобы это была принадлежность, была видно, что к восточному башмачку это вот высокий загнутый носок. И это был БДС рыча выпуск из. Велич панташам аж нас и в нас. Аджиш лудадж.